Время технологий развивается высокими темпами. Форум проходит 8-й раз по теме «Технологии, возможности и устойчивое развитие». Он приурочен к 30-летию введения национальной валюты. Применение глобальных трендов в части цифровой трансформации платежного рынка, а также устойчивого и зеленого финансирования Кыргызстан не отстает, говорит глава Союза банков. Мы можем выступать даже примером для подражания даже некоторых наших соседних государств. Это однозначно. Вот приехали наши коллеги из других стран, банковские сотрудники, IT-технологии, кто хотел бы внедрить и поделиться своим опытом. Они все отмечают, в общем-то, что банковские технологии, то, что у нас делает банковский сектор, достаточно эффективен и достаточно для того, чтобы признать его каким-то определенным не образцом, но, по крайней мере, отвечающим мировым стандартам. Но, тем не менее, главному регулятору страны следует активнее внедрять стандарты и нормы, которые будут содействовать развитию и принятию новых технологий в банковской и платежной сфере финтех-стартапов. Об этом в своем выступлении подчеркнул глава Кабмина и обозначил 3 фактора, позволяющих развивать финансовый рынок. Предстоит большая работа по полноценному переходу к безналичной экономике и сокращению теневой экономики. Учитывая новые глобальные вызовы, нам предстоит решать новые задачи по развитию зеленой, цифровой и креативной экономики. Всем известно, что финансовый рынок не может развиваться отдельно от реального сектора экономики. Поэтому государство оказывает поддержку отраслям реального сектора через реализацию государственных программ по льготному кредитованию и выделению бюджетных средств по направлениям. На этот раз фокус лекций и презентаций больше нацелен на дискуссии и интерактивные воркшопы и демо-презентации. Один из наших деловых партнеров – это компания Visa, которая присутствует в Кыргызстане вот уже более 25 лет. Их новая технология Token Service позволила мировым игрокам, как Google Pay и Apple Pay, войти на рынок Кыргызстана. Технология токенизации, в принципе, разрабатывалась со своей основной целью обеспечения максимальной безопасности платежей, которые проводятся с использованием этой технологии. И на сегодняшний день уже 8 банков включили этот сервис, и таким образом клиенты этих банков имеют возможность привязать свою карту к мобильному телефону и платить везде просто мобильным телефоном или часами. И это, безусловно, очень удобно. Отметим, сегодня цифровые технологии успешно внедряются в сфере налогообложения. Об этом свидетельствует увеличение налоговых сборов. Такие же работы ведутся и в банковских операциях страны. Для этого вносятся изменения в нормативно-правовые акты и другие документы. Айгерим Бараканова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.